нас сегодня любимые среда, гости. значит, мы Да. будем разговаривать о братьях наших меньших. У нас сегодня собака породы русской псовой борзой, которую исполнилось 7 лет, граф. Граф. Ой, Доброе ты мой утро. зайка. Хозяйка Евгения. Евгения, доброе утро. Ну, студент третьего курса, кстати сказать. Ну и наш специалист, любимый всеми, Гульнар Цыпалова. Тоже Доброе утро. Доброе утро. Давайте с гадания начнем. Итак, Давайте. узнаем, что же вас ждет в следующем году. Гульнар, Мне, да? давайте. Так. Ну, давайте 107-я страница. О, Есть как такая? Есть такая, есть Замахнулись, такая, да. есть такая. Так, 107-я, готова. Так, 107-я строчка. Третья строчка. Раз, два, три. Вот так. Перед ней небольшой садик с цветником, а вокруг крашеный деревянный забор. Может быть, о саде думаете, нет? Может быть, дом, недвижимость покупать? Дом. Дом. Нет, у нас Слушайте. есть дом в саду, но хочется большой дом. Вот, значит, И все забор Наверное. покрасить. И забор Да, да. покрасить. Все обязательно, получится. да. Евгения. Так, 15 страница, Так. 5 строчка. И 15 15 5 страница. Мгм, сейчас. Так. 5-я строчка, да? Да. А нету 15 страницы, Давай представляете? посчитаем, что вот... Здесь, да? да, Да, Судьба да, будет. судьба. Какая Давайте. строчка? 5. 5-я. Раз, два, три, четыре, пять. Вращались, как колеса. Ну, это, наверное, мы бегаем постоянно с нашей Может быть. животиной. Может быть, автомобиль в 2020 году? Думали об этом? Ну, вообще уже есть. Нет, А ну, в уже смысле, есть. новый автомобиль. Ну, может и да. Новый автомобиль. Либо вот подсказывать мне верхом на собаке кататься. будете. Как вариант тоже. Так, Ну ладно, гадание это хорошо, друзья, вы тоже пишите, обязательно погадаем с вами. Но хочется спросить, как, Русская псовая как борзая. так, да, вообще? Это, мне Такой кажется, очень собак. редко собаки такие бывают. Я вообще, вот я говорил Согласна. за эфиром, что я в действительности эту собаку видел вообще ни только разу по не телевизору видела. в фильме Да, «Особенность да. национальной охоты». Если вы его помните, там как раз-таки с помощью этих собак загон зверя осуществлялся. И я вообще вот сейчас первый раз в жизни вижу потрясающая животина. Кстати, в Потрясающе. этом Очень фильме красиво. именно охотились на волка. И вот Так. эта собака выведена для охоты на То волков. есть она не испугается, если что, да? Нет, собака? нет. Евгений, вопрос тогда к вам. Все ли волки в вашем дворе вывели? Все ли Честно говоря, волчары никого пойманы? лишнего у нас во дворе теперь нету. Это Только у них вот. инстинкт. Вот любое движущееся животное, да, это для них объект охоты. Птица, кошки, мыши, кролики, Крысы. неважно, хоть кто появится, крысы, да. Ну, от людей всех может ловят. тоже защитить, если что-то? А вообще, честно говоря, не совсем охранная порода Да? собак, да. То есть Совсем, они довольно от слова тихие. совсем. И Может, дрессировки, про наверное, них тоже не говорят подлежат, да? так, может лизнуть вора. А, Так что да. Он будет сидеть, смотреть, как у тебя выносят квартиру, и при Да, этом никак и- не среагирует. Но если волки залезут, Да, то- Это да. Смотри, мне очень нравится, как она поворачивает голову, когда ее называют по имени, по кличке. Смотри, граф, граф. О, я не могу. Все так, Ну, так. это собака-аристократ. Вообще. Ну, Да, я видно, именно видно. собака-аристократ, да. Ну, видите сама, и размеров, какая она утонченная, сухощавая, поджарая. Про И меня, про выведена меня. именно, да, царскими особами. Причем выведена эта порода в России была. Так, Да, то есть Да, это исконно это наша собака. Исконно порода, да? наша русская, да, собака. Ну вот, борзая. Вот часто же мы на улице раньше, да, помните, когда были молодыми и горячими, сейчас на улице и Было разговаривали, да, и нам говорили, типа, ты что такой борзой? Да? А вот мне интересно, люди, которые обращаются ко мне с этой фразой, они как бы вот это лицо представляли. Может быть, да, может быть. бесстрашные. Без Бесстрашные, страха да. абсолютно, да. Ну, раз волка не боятся, да, ну, что еще можно сказать? Какие особенности ухода за этой породой существуют? Вот я вижу, что очень ушки тонкие, такие, длинные смотрите, лапы, приглаженные. чрезвычайно длинные Это лапы. он их тонкие. сам Очень. опускает. Вообще, когда он в чем-то заинтересован, у него одно ухо поднятое, другое Значит, ему не Ах интересно ты. сейчас в эфире, да? Ну, конечно, Ему- это не охота, что ли, друг мой. Скорее, ему после улицы довольно-таки жарко здесь. Да, М. тяжеловато. Маленький. Вообще, порода довольно-таки специфичная в содержании, я бы сказала. Очень хитрый, очень чувствительный, очень такой, говорю, каждый момент, который, ну, может уловить любую мелочь, я бы вот так сказала, в твоем поведении там. Если будешь проходить, что-то резко сделаешь, может даже напугаться немножко. То есть по отношению к человеку довольно-таки такой осторожный, Осторожный. да.
Но вот зачастую выезжаю верхом, ну, беру его с собой, сажусь на лошадь, выезжаю в поля, и вот в Чуть-чуть полях... вообще нравится, да? Тут Евгений же с нами подождите, мы пони сейчас, были. подождите. Да, я помню. Тут вот надо всем сейчас пояснить, да, что мы не в каком году. Тут так, как будто в Да-да. автомобиль. Встаю утром, прогреваю автомобиль, сажусь в автомобиль, а здесь такой рассказ. Я, бывает, встаю утром, сажусь на лошадь, и со мной собака, и мы за волком. Надо всем зрителям пояснить, да, что... Ну, пусть, конечно, не за волком, но мы выезжаем в лес, в поля, и он очень хорошо берет след, то есть довольно-таки азартный на охоту. А добычу какую-нибудь приносил? Кролика там, кабана? Ну нет, такого, конечно, мы не практиковали, не добывали никого, но во дворе все воробьи, все Кошки. сороки, Вау. кошки, Дома крысы, кошки не живут. никого лишнего у нас нету. Нет, мне вот понравилась фраза «берет очень хорошо след». Делали ли вы такие эксперименты, типа «граф, возьми след клада, ищи клад». И он такой реально клад. Опа, что сказать. За эфиром мы разговаривали о том, что собака, вот, что касается команд, в ее... Ой, она сейчас... В ее случае хотели команды показать. очень неохотно она, да, выполняет? Да, он не очень хорошо как бы дрессируется, довольно-таки тяжело это выполнять. То есть основная его команда, чтобы он знал, иди ко мне, рядом. Ну и, в принципе, ему этого достаточно. И вот Ну, у такой меня есть еще один красивый. заключительный, наверное, вопрос, который будет. Вот такое необычное строение черепа, очень необычное, вытянутая морда вот эта вот, приплюснутая морда. Это у него для чего это было сделано? Это именно для того, чтобы быстро бегать. А Видите, то есть она сама динамика по себе. такая? Я думала, Конечно. в норы А залезать. лапы какие? Нет, это не норная собака. Лапы, посмотрите, длинные, да, Вообще такие. очень. А грудная клетка, вот если посмотреть Обтекаемо с всё, морды, грудная клетка очень мощная, да, очень вот здесь развитые мышцы. Вот, так что и быстро. Хотелось бы сказать, развивает очень, входит в Сколько? десятку самых быстрых собак. Сколько скорость максимальная? 58 километров в час. почти как 58 машина такая километров в прям. час. Да. Вот я сейчас обратил внимание, смотрите, уши тоже немножко находятся позади. О, Чтобы граф когда заговорил. бежала, ветер ни в коем случае в уши не попадал. Интересно, очень интересно сделано. Ну что, граф, наряжаем елку? Можно Да. еще добавить, да? Да. Вот эти породы собак не очень любят детей. Вот как Женя сказала, О, да? к людям, да. Поэтому с осторожностью. что, друзья, они не если любят вдруг громкие задумаете. звуки, громкий смех. У детей же такой звонкий голос, да, по сравнению со взрослыми. Они не очень любят, и когда дети, они пытаются спрятаться, уйти в сторонку, и чтобы не общаться. Ну, в общем, очень специфические собаки, так что подумайте, прежде чем завести такую борзую. Ну и мы всегда напоминаем, что заводя животного, помните, что это не только миляшные глазки, зубки, это еще и большая ответственность, поэтому задумывайтесь, взвешивайте хорошо свои решения и хороших вам здоровых питомцев.